Прыём грамадзян прайшоў у абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. На яго запісалася 5 чалавек. Дырэктар Кобрынскага раённага цэнтра экалогіі і краязнаўства Лілія Старачук спецыяльна прыехала, каб зняць праблемы экалагічнага выхавання падрастаючага пакалення на ўзроўні міністэрств. Прадстаўніца турыстычнага бізнесу Тамара Пуцінцева прыйшла з пытаннем аб навядзенні парадку на рацэ Лясная, якая зарасла хмызняком, што не дае аказваць паслугі турыстам. Мы принимаем гостей. Наших, иностранных. У нас проводятся многие мероприятия с иностранным участием. Мы представляем страну, а река Лесная зарастает грязью, завалена деревьями. И то есть неприглядный вид. То есть мы не можем достойно принять наших гостей, то есть оно нам портит, скажем так, картинку. Мы теряем туристическую привлекательность. И на гэтае пытанне амаль што адразу знайшліся варианты рашэння. Раз человек обратился, значит, наверное, действительно там что-то не совсем в приглядном виде, в том состоянии экологическом, санитарном, значит, надо посмотреть, да? Если вы находите, что там действительно надо сегодня просто привести в нормальное природоохранное состояние эту территорию, то надо принять меры в рамках законодательства, и балансодержателя, и природопользователя, вернее, будет так, все-таки настроить на то, чтобы он привел территорию в порядок. Прадстаўнікі прыватнай фірмы, якая займаецца выпускам абсталявання для смеццеперапрацоўчых заводаў, прапанавалі міністру прыродных рэсурсаў больш дэталёва звярнуць увагу на іх прадукцыю. Мы являемся производителями оборудования по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов. И прежде всего, конечно же, мы будем говорить о том, что наше оборудование как оборудование эффективное и дающее хороший процент по извлечению вторичных материальных ресурсов из отходов и также позволяющее сразу их перерабатывать, может быть внедрено на полигоны в ЖКХ. Але на здзіўленне прадстаўнікоў гэтага прыватнага прадпрыемства Андрэй Худак бачыць праблему з перапрацоўкай другасных рэсурсаў для Беларусі сёння зусім у іншым аспекце. Это заблуждение, вот то, что мы сегодня делаем, декларируя и раздельный сбор, и сортировку. Вот создаем вот эти сортировочные линии. Былі іншыя пытанні ад прадстаўнікоў прыродаахоўных устаноў і прадпрыемстваў. Это радует, что уже, так сказать, те вопросы какие-то, значит, ну, наверное, которые могли бы решаться даже на районном уровне, не говоря, что на областном, они там и решаются. А люди поднимают вопросы, которые действительно компетенции сегодня республиканских органов. Таксама міністр прыродных рэсурсаў наведаў прадпрыемства «Брэст-Гідрамет», дзе азнаёміўся з ходам яго рэканструкцыі. Мы проводим серьезную модернизацию этих подразделений, в том числе и в Бресте. Прежде всего мы начали с основных фондов. Сегодня автоматические метеорологические станции монтируются по всей республике, в том числе в городе Бресте и в Брестской области. Дальше будем создавать условия работы специалистов и выходить на тот показатель, который требует сегодня время. Юрий Пешур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».